Самого доброго утра всем нашим ранним телезрителям. В эфире национальное телевидение Калмыкии, с вами Амуланга Джаданова. Не забывайте, что получить заряд бодрости и положительной энергии вы можете с помощью утренней разминки. Вы сразу же почувствуете прилив сил, а ваше настроение улучшится в разы. Так что смотрим и повторяем. Доброе утро, Калмыкия! Меня зовут Кирмен, я инструктор Пордебра. Сегодня я покажу тренировку с лентами. Это дополнительное оборудование Пордебра. Лента эластичная, она придает нам рельеф и силу. Как я говорила, в Пордебра есть дополнительное оборудование. Сейчас это у нас лента эластичная. Хорошо, становимся. В правой руке у нас лента. Начинаем наклон влево. Сгибается левое колено. И натяжение в правой руке. Вправо наклон. Повторяем. Последний раз. Хорошо, остаемся в центре. Руки на себя. Раскрываем грудь. Еще раз. Добавим колени. Раскрываем грудь. Вдох. Колени. Выдох. Вдох. Выдох. В левую сторону. Открываем. В правую выдыхаем. Центр. Выдох. И повторим наклоны. В центре. Мы закончили тренировку. Всем хорошего дня. Любите спорт, любите себя, наслаждайтесь жизнью, живите здесь и сейчас. Друзья, доброе утро! Рада приветствовать вас на национальном телевидении Калмыкии. И сегодня гость нашей студии – челгирский парень, челгирский мужчина, скажем так, настоящий калмык-патриот, золотой голос Калмыкии Дмитрий Шараев. Дмитрий, доброе утро! Доброе утро, Амуланга! Дмитрий, как я уже сказала, вы из поселка Челгир. Расскажите, как проходило ваше детство, как вот вырос такой вот статный Дмитрий Шараев. Спасибо большое вам за мактал. Мактал — это восхваление, да? Такой жанр есть. Ну, родился, вырос в простой семье. Отец работал в гараже, мама работала в школе, в столовой. И детство прошло на третьей ферме поселка Челгир. Так же, как все мои сверстники, бегал, любил играть в футбол. Но самое лучшее — это был поход за телятами, когда вечером надо было, до того, как корову продут, надо телят загнать, там, да, чтобы до момента подойки коров, получается, успеть. Ну, пошел первый класс, национальный. Мне повезло очень, кстати, я попал к суперпедагогу, наверное, да, если так на сегодняшнем сленге разговаривать, то это Мария Манджиевна Ванькаева. Она нашла именно ключ к своим ученикам, то бишь к нам. У нас весь класс все поют, все знают традиции, все знают обычаи, да, и то есть это целая мощь выросла такая, да, вот. Это я в одном лице, вот, получается, на моего вот этого класса, моих одноклассников,
Они все такие же. Они поют джангр, они шаваш могут, да, зачитывать. Они играют на домбре, они играют на гитаре. То есть, и вот кто пошел именно дальше по музыкальной части, это я. А так, когда мы вместе собираемся, у нас концерт получается такой, да, вот, большой, так сказать, можно, да. Домбра, гитара по нашему, допустим, кругу вот так пошла, и все, и уже 2-3 часа мы уже можем спокойно концерт. Я представляю, как у вас да, проходят такие очень, посиделки. особенно студенческие годы, университет, музыкальное училище, это вообще одни такие вот, наверное, феерические воспоминания, так как все лучшие годы это студенчество, это дружба, это вера в будущее, это вера именно в светлое будущее, да, вот, и это вот студенчество, поэтому... А так, что хочу сказать, то, что город, что я родился, вырос именно в поселке Чилгир, так как исторически это очень такой, наверное, важный и, наверное, энергетически он сильный поселок, так как находится в центре географическом. И что немаловажную роль сыграло, наверное, и в моем становлении. Поэтому... То есть ваша любовь к родному языку и к традициям зарождалась еще далеко вот в школе, благодаря вашему преподавателю, да. Правильно? Далее вот прошли студенческие годы, прошло ваше детство. Как вы формировали свою личность уже в качестве артиста? В процессе именно вот студенческих лет, по истечении студенческих лет, я активно участвовал в жизни университета, Калмыцкого государственного университета. Я участвовал на всех конкурсах, там, да, праздниках, мероприятиях. Также в музыкальное училище. За время учебы я участвовал во множестве конкурсов. Это всероссийские, международные. Это в том числе и дельфийские игры. Я стал серебряным призером в городе Брянске, 2002 год. Это вообще авторитетный конкурс считается в мире. И на вот этом конкурсе я представлял Россию, так как это был дельфийские игры государств-участниц СНГ. Мне удалось там одержать победу. Да, как мне сказали, если было бы 2 золота, мы тебе бы 1 золото дали. Я говорю, ну хорошо, хоть на серебре. У нас у калмыков серебро дороже золота. Конечно. Ну вот, я думаю, в процессе учебы у меня сформировался какой-то, наверное, жизненный какой-то кредо, какой-то, как идти вообще по жизни, ориентир какой, что нести за собой, да, вот, что нести подрастающему поколению вообще, и какую миссию я должен нести, да, вот, допустим, дальше. Вот я на сегодняшний день думаю, что насколько не отступил, да, вот, ни в бок, ни назад, иду по своей части, стремлюсь зажечь, да, вот, большое количество земляков своими какими-то песнями, там, да, вот, на недавнее время я начал писать, что недавно меня удивило, думаю, вроде бы я так нехотя там что-то пытался писать, а потом раз, одна песня, вторая песня, третья песня, и все, и сам... Вообще раньше всегда мне было интересно, как рождается проза, там, да, как стихи вот эти вот великих поэтов, писателей, там, да, вот, читаешь, иди удивишься, там все вот так вот прям, да, вот, одно действие, оно тысячами эмоциями, да, вот, эмоциям подвержены, да, прочувствуется. И стараешься именно на родном языке как-то, наверное, подчеркнуть какую-то значимость, на что нужно внимание обратить. Суть моих песен такова, то, что те слова, которые не используются в каждодневном быту, допустим, обязательно слушатель может их услышать в песне. Вот, допустим, Йосарын бай, да? В обиходе, да, не услышишь его Йосарын бай, да? Что такое йосу вообще? Йоса — это обычай, йоса — это традиции, йоса — это вообще йоса — это все. Можно сказать, культура, она входит в понятие. Да, йос. Есть как, допустим, великая яса, допустим, Чингисхана, да, это какой-то определенный свод правил кочевников там, да, допустим. И вот у нас в калмыцком народе есть такое слово йосын. Йосын — это вот обычаи, традиции, да, вот настоящие говорят, да, вот йосын халимак залу, йосын геринкүн.
То есть хозяин. Ну да, хозяйка мужчина. там, допустим, или хозяин, да, Йосын, она подразумевается. Ее сарынбей, где-то надо жить по традициям. То есть, допустим, кто-то говорит, сегодняшнее время, оно сложно по своей значимости именно в отсутствии времени лишнего, там, да, допустим, чем-то заняться, там, у кого-то все по расписаниям. А когда ты в распорядок дня включаешь какой-то вот момент именно традиционный, то есть у тебя как будто бы связь происходит с космосом. Ну, стоит сказать, что эта песня как раз-таки взорвала вот наших калмыцких жителей. Она пронизывает своим вот исполнением, самим даже текстом. И, кстати, она играет практически на каждой свадьбе, я заметила. Обычная песня, обычный именно мотив, сюжет, да, там все о том, что, как есть такая фраза калмыцкая, «Дерин дель болок, дорн сюль болок». Пусть в этом мире все, да, вот в пространстве все знает свое место, допустим. Вверх пусть это будет грива, а низ это будет хвост. Получается, это все вот в таком этом, да. Все вот, взаимосвязано. да. То есть пусть это будет черное, это будет белое, допустим. И все своими именами должно называться. А вот мы заговорили как раз-таки о том, что в ваших песнях вы пытаетесь отразить особенность, ценность нашей культуры. По вашему мнению, вот сейчас, как вы думаете, в чем как раз-таки важность сохранения нашей культуры? Важность в том, что человек, который не практикует, даже не читает на родном языке, он теряет связь с предками. То есть с предками, с космосом, да, вообще. И вообще у него в голове получается кавардак, каша. То есть он не поймет, да, вот у него какая-то связь есть, допустим, у него борьба идет. Родного языка и борьба, допустим, другого языка, там, да, будь любой язык там. Родной язык, он, естественно, должен как-то хотя бы элементарно читать книгу какую-то или зачитывать юряль. Юряль — это благопожелание, он благим способом влияет именно на умственную, да, вот, работу мозга, на окружающих. И вот в этой песне «Йосарынбей» я именно подчеркнул то, что такие слова, да, вот «күлік». «Күлік», он всегда встречается в эпосе «Джангар». «Күлік», вот как конь будет, или лошадь. Бёрн, да? А боевой конь как будет? Боевой, не знаю. Я сейчас сказал как? Күлік. Да, күлік. Вот «Көнтә хурмин ахлачы, күлік мете юрәләр». То есть, уважаемый, там, допустим, глава делегации, да, ахлачы, вы своим юрялем, подобны вот этому боевому коню, произнесите благопожелание в адрес молодых, допустим, да. Это какие слова, да, уже «Күлік», она совсем по-другому идет. Боевой конь. В другом звучании. Да. Он старший народа, он должен обязательно первое свое слово, напутствие именно на родном языке, словно боевой конь, он должен им на дальнейшие вот эти вот дни пребывания, да, как-то заложить именно вот эту информацию в матрицу. Вот в этом юрялях калмыцких это идеальная картина жизни именно на земле. Вот настолько вот одухотворяюще, скажем так, ваши песни звучат. И вот эти песни, они как раз-таки и показывают именно, как должно вот это примерно, пособие, можно сказать, да, вот. Элькин, зюркин, уята, допустим, печень и сердце, они связаны, да, энкир и нигуд волыта, элькин садан байр людей, и цингу гербюль волыт. И это вот на таких простых вещах я себя именно на такой мысли, наверное, заострил, наверное, да, вот именно на вот этой мысли, то, что люди об этом говорят, но не показывают. То есть говорить, когда ты говоришь, она уходит все. А когда ты именно в песне это подчеркиваешь, вот эту значимость, то это ты, получается, берешь за руку человека и прям буквально показываешь, да, вот, как оно должно быть. Вот это так, все. Это так. И тогда она потихонечку, как бы, песня, она всегда, она как крылья, музыка. Это стихотворный, это стиль, да, вот какой-то там, да, вот написание. А также там, допустим, музыка, это подбор именно ритма, подбор темпа. Кстати, благодарен я Сергею Джиджику за его такое творческое умение, да, вот потенциал, который превращает совершенно там, да, любых исполнителей, любых жанров, там, допустим, из песни какой-то там интересный
как сказать, трек. И, да, хит, да. И вот я ему благодарен, что у нас развивается это дело, там, будь то рэп, будь то R&B, будь то какие-то там эти лирические песни. Он это делает красиво, профессионально, он проникся именно темой национальной музыки, там, да, вот какой-то. И в этом деле он профессионал большой. Поэтому спасибо, Сергей, на камеру хочу сказать. Дмитрий, а на какой момент в вашей жизни пришелся вот этот вот самый творческий бум, когда вы стали более известным, когда к вам начали обращаться, там, просить даже те же самые автографы? Ну, наверное, как бы, вот, допустим, автографы для меня всегда это дико было, да, и для моих друзей, кто, допустим, ну, все равно, допустим, с краской на лице, допустим, да, ты пишешь, да, ну, для нас дико это, да, чуть-чуть автограф, там, а оказывается, это нормально. Это нормально? Да, это нормально, когда видишь детей, которые бегут с тобой сфотографироваться, и Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, здесь распишитесь, да, вот все, автограф там. Я за место автографа обычно пишу на калмыцком юрель, там 2 строчки или какую-то фразу, ну, и чтобы она чтобы она именно мотивировала, да. И все, я думаю, что в этом нет ничего такого. А так, ну, значимость, наверное, какую-то популярность. Когда вы поняли, что вы вот, известны, вы можете зажигать народ, зажигать публику? Ну, наверное, я всегда с этим жил. Это с детства, вас. да, с детства. Что год тигра, еще там, да, свой год огненного тигра, а также, наверное, знак зодиака и все вот эти вот, да, вот переплетаются, да, и по природе я лидер, получается, абсолютный лидер, и, ну, у меня это получается так, ну, как сказать, никто лучше меня не сделает, у меня всегда такое, да, вот как у десантников, никто кроме нас, да, вот, и, допустим, у меня всегда такое, когда, если я не сделаю, то никто не сделает, и надо делать, все уперлось, а надо всех за собой, потому что за тобой целый, там, ряд людей. Да, ряд людей, там, да, армия, там, да, братишек, да, сестренок, которые хотят что-то вот такое именно увидеть, ориентир, может быть, даже это какие-то эти, допустим, проекты, будь то, да, там разные, молодежные. И поэтому, наверное, у меня всегда такое чувство было, наверное, чувство лидерства и, наверное, что я популярный, наверное, даже. Ну вот вы являетесь ценителем своей родины, патриотом нашей культуры, традиций, обычаев. Как, по вашему мнению, привить это нашим детям, нашему поколению, которое вот сейчас подрастает и, я думаю, достоин того, чтобы прославлять нашу Калмыкию? Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Я думаю, что это очень значимо, но знаю то, что многие родители зачастую заняты бывают. Так как я сам тоже бываю занят, и я понимаю, как вот эту работу, допустим, понимаю мысли многих пап и мам, которые сейчас хотят привить что-то родное там детям. Выход один – это хотя бы сказка на ночь. Пусть это будет раз в месяц, там, допустим, да. Пусть это будет на русском языке сказка, но чтобы она была калмыцкой. Калмыцкая народная сказка о старике Кейде и его вот этом пестром баране, допустим. И вот, допустим, я рассказываю детям своим сказку вот эту. И мораль такова, то, что благодаря уму, смекалке ты можешь стать богатым. И мои дети говорят: папа, вот какой хитрый вот этот старик Кеда, его еще посадили, его еще угостили, еще разрешили лопатку сварить в своем казане. Так он еще их обхитрил, и все вот весь казан забрал и даже не поделился. Говорит. Я говорю, ну вот, дети, вот суть такова, что если у тебя есть знания, если есть образование какое-то и какие-то вот базовые какие-то вот знания семьи, то ты в этом мире не пропадешь. То есть ты всегда будешь с этой бараньей лопаткой, у тебя будет всегда своя отара овец, да, грубо говоря, это так в кавычках. Ну вот, родителям хотелось бы пожелать какие-то песни разучивать, там, пусть это детские будут. Кстати, впереди, я думаю, мы будем проект какой-то
какой-нибудь разрабатывать, да, по песням детским. У нас детских песен очень много. То есть и композиторы, песенники наши, песенники хорошо поработали, чтобы сейчас именно на студиях можно было записывать. И вот посредством детской песни, колыбельной песни можно как-то привить также, наверное, да, детям. Дмитрий, несмотря на то, что вы такой широко известный исполнитель у нас в республике, вы не публичный человек в соцсетях. Ну, не сказать, что вы прям развиваете аккаунт. Я ни разу практически не слышала, наверное, о вашей семье. Можно вот сейчас подробнее? У вас 4 прекрасных дочек. Расскажите, как вы воспитываете их? Ну, у нас, допустим, в семье принято то, что все мужчина делает. То есть добытчик мужчина, все. И везде, если где-то там я, то там СМИ, там, да, или вот, то я. Все. А семья должна быть просто, да, должна своей жизнью живет семья, как у всех. То есть ни в коем случае ее не выставлять в соцсетях. У нас табу это. Даже вот они, когда маленькие, допустим, мы их нигде не этот. Просто потому что есть такие какие-то, наверное, калмыцкие понятийные моменты, как, так сказать, ну, счастье должно быть тихим, да? Каким-то, да, вот. Счастье — это самое главное, семья. То есть на меня могут быть, допустим, 1000 глаз смотреть, и мне ничего не будет, да? А на любого ребенка, допустим, 1000 глаз посмотрит, да, все равно же это же как-то такое. И мы как-то с супругой, как у нас негласно, семья — это отдельно. То есть его не путать с творчеством, ни с чем. А творчество — это другое уже. Это крылья, это стремление, это жизнь, это образ жизни. И меня семья понимает в этом. И тоже, кстати, развивается. Тоже они очень музыкальные. Старшая дочь у меня играет на дамбре. Вторая очень хорошо рисует. Третья танцует. Четвертая, я думаю, наверное, певица будет, наверное, оперная. То есть вы хотели бы, чтобы они пошли, скажем так, по вашим стопам? Ну, я думаю, что, как сказать... Творчество, оно не всегда же бывает легким, бывает такое сложное, тернистый особенно для мужчин легче, наверное, все равно. А для девушек, для представительниц женского, я думаю, там надо выстраивать все. Уже прям надо планировать заранее что-то. Допустим, вот как взрастить оперную певицу, это же целая база, фундамент надо выстраивать с детства. Ну и чтобы человек развивался, ребенок, наверное, в этой направленности. Были ли в вашей творческой деятельности моменты перегорания, моменты, когда хотелось вот попробовать себя в другом жанре, в другом исполнении, может быть, поменять как-то сферу деятельности? Да, у меня по-моему, было одно интервью, то что, где-то, я не помню, то что вот, жанры, именно, можно делать синтез. То есть благодаря вот этому синтезу появляются какие-то, наверное, другие какие-то представления. То есть музыка — это многогранно. В мире всего 7 нот основных. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И весь мир на вот этих 7 нотах строит свою какую-то гармонию, свою музыку. Где-то она может переплетаться, где-то, но есть народный жанр, народный такой тон. У нас у калмыков он очень богатый. У нас есть и пентатоника, 5 тонов, есть диатоника, есть 7. Есть и хроматические какие-то эти. Это я говорю как профессионал. И вот многие удивляются. Вот у вас калмыки есть и такие минорные какие-то там, да, моменты, есть и мажорные. У нас пентатоника есть, и минорные, и мажорные есть, и абсолютно, да, вот широкий, наверное, спектр именно музыкальный. Целая палитра вот это благодаря нашим предкам. Но сохранился у нас именно вот стержень. Это джангр, это протяжная песня. И я думаю, что у нас есть ориентир. Вперед, надо работать. Да. Вы, кстати, являетесь знатоком нашего калмыцкого эпоса «Джангар». Может быть, пару строк, отрывок? Это песня, глава о том, как вражеский богатырь Аля Монхуля угнал 90-тысячный желто-пестрый табун лошадей. Джангар Богда. Алдар Богда, Джангар Аханың құчын құрбандығы болады, вайнлан арсын сүйрен бәрі, сусын сақты,
isen tümen kürüksün sıbımban ulan tunjırradı gınyemen elde dodovala gici aksla harab adala gıcıladı çanir cile yoğun elin olu gina yaldırı bogde jangar yarımın korbodun tağın külgö digi yavuçi ira togisin derim togiga da dodorjere hayakrada yok gınyen olu gini. У меня братишка, он прям ваш поклонник, он с самого детства знает все ваши песни. И вот недавно вышедшая песня, буквально вот каждый раз, когда мы садимся в машину, он Дмитрий Шараев. Кентай, братишки? Братишке 16 лет. Нет. Братишке 17 лет, и я вот как раз таки хотела спросить, не обучаете ли вы детей, не обучаете ли вы подросткам? Все-таки вот, я думаю, важно было бы передать это. Это очень хороший вопрос, Амаланга. Сейчас мы с ребятами, с работниками культуры, вот этот вопрос у нас на повестке дня. Почему? Потому что детьми занимается школа, допустим, да, вот, а вот именно средними возрастами обычно они в поисках себя. И я думаю, что мы откроем скоро, наверное, классы какие-то, наверное, может быть, с инициативной группой, может быть, по джангару, а может быть, по каким-то жанрам отдельным, допустим, фольклора. И, конечно же, мы с вами свяжемся, с вами дадим вам знать, чтобы молодые люди могли приходить к нам заниматься. Хорошо, но я думаю, на будущее мы все будем в курсе. Дмитрий, спасибо большое вам, что уделили время. Также вам творческого вдохновения, новых проектов, возможностей. Думаю, вы еще порадуете нашу публику калмыцкую. А сейчас у вас есть возможность пожелать нашим всем телезрителям доброго утра, чего-нибудь полезного на день грядущий. Дорогие зрители, хочу пожелать вам белой дороги, а также, чтобы все задуманное вами осуществлялось. Будьте здоровы, по-калмыцки саған халықтай отын. Ну а сейчас настало время самой вкусной части нашего эфира. Готовьте завтраки по утрам, и ваш день, конечно же, сложится продуктивно. Здесь мы поделимся с вами вкусными, питательными, насыщенными рецептами, которые вы можете приготовить у себя дома. Короче, копченую курицу измельчаем, картошку, морковь на терке, а зелень шинкуем. Все подробности будут в описании. Из тарелки и пищевой пленки делаем конструкцию и выкладываем грибы. Товарищ производитель, можно было бы посимпатичнее грибы положить. Дальше зелень, морковь выравниваем и мазик. Следующий этаж курица, мазик выравниваем. И картошка, мазик выравниваем. Можно было бы еще маринованные огурцы добавить, но у меня их не оказалось под рукой. Дальше делаем смертельный номер из второй тарелки. И, конечно же, у меня это получилось криво. Но в любом случае вкуснейший салат готов. На этом наш эфир подошел к концу, а я с вами не прощаюсь. Встретимся завтра в это же время. Пусть ваш день сложится удачно и продуктивно и полезно. Пока-пока!